Добрый день, помолимся. Царю небесный, тушителю души истины, везде все исполняет, сокровища благих и жизни податель. Гляди, не вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блажь души наши. Спасибо, присаживайтесь. Мы продолжаем с вами изучение книг Священного Писания и продолжаем с вами изучать книгу Исход. Мы остановились в прошлый раз, нам немножечко не хватило, да, времени на 3 главе, и поэтому сегодня мы с вами это продолжим. Давайте продолжим с 13 стиха, и на чем мы остановились. Моисей у нас вышел пасти стада, подошел к горе Божией, и там к нему обратился ангел Господь. Да, он увидел это чудо, и Господь обращается к нему, делегирует его для того, чтобы он направился к фараону и вывел народ израильский из египетского плена. Поэтому давайте мы 12-15 стих. Моисей спросил: вот я приду к сынам Израилевым, скажу им: меня к вам послал Бог ваших отцов. А если они спросят, как его имя, что мне ответить? Бог сказал Моисею: я тот, кто я есть. Так и ответь сынам Израиля: меня послал к вам тот, чье имя Ихте, я есть. Да, Ихе. Ихе быть, Ихе я есть. То есть, как твое имя, Ма-Шимо, как его имя, да? Шем имя, Ма-Шмо, как его имя. Спросит, естественно, народ. Почему? Потому что если приходит человек и говорит о том, что он послан небесами, да, то кто именно тебя послал? Ну, многобожие было у них. Да, потому что мы, да, совершенно верно, Марк, мы находимся вот в этом периоде политеизма, тем более это Египет, это языческий Египет. Конечно, это совершенно адекватный вопрос о том, а кто тебя послал, кто тебя делегировал, как имя того Бога, который это сделал. Машмо. Имя это номен, это то, что дает определение, да? Вот, то есть проводит границы, вот, чтобы разделять предметы, вещи, субстанции, что-то, да? В мире мы их, что мы делаем? Мы их вычленяем, правда же? Когда мы даем имя человека, мы указываем на то, что данный человек, это не тот, который рядом, это не тот, кто будет у него, мы его отделяем, определяем, то есть даем ему какие-то границы. Когда мы берем какой-то либо предмет, ключ, предположим, да, мы говорим, что это вот не просто масса ключей, да, а это вот именно такой определенный, ограниченный, и мы сразу имеем представление, о каком ключе идет речь. А здесь о чем стоит вопрос? Как имя кого? Предмета? Творения? Речь идет о ком? О Боге. И посмотрите, как звучит этот вопрос. Значит, в соответствии со всеми правилами человеческого мышления, человек должен провести некие границы и ограничить кого? Ну как дать номер, как дать определение? Значит, разумом надо охватить, понять. А ведь о ком идет речь? Речь идет о Боге. Может человек провести границы, опять разумом, дать определение, то есть сделать предикатом собственной мысли. Да? Вот у человека есть множество разных мыслей в голове, есть понятийный аппарат, и вот одно из понятий – это Бог. Всего лишь одно из понятий.
человеческой мысли. Возможно такое. Ну как им внушить? Тем, По которым отношению идет, к политеизму возможно. да. А вот по отношению к религии откровения, то есть в данном случае к Ветхому Завету, это абсурд. Это абсурд. О ком идет речь? Как? Кого ограничить? Кого понять? Творение собирается дать определение Творцу? Ну и, соответственно, исходя из этого, ответ был соответствующий. Ответ звучит так. Бог сказал Моше: «Я тот, кто я есть». Или иначе: «Я есть тот, кто я есть». Больше так. Блаженный Августин говорит: если не существует никакого места вне Бога, такого помыслить нельзя. Если говорить о существовании, то существует в собственном смысле именно Творец, а не творение. Потому что творение не существует само по себе. Оно существует только благодаря тому, что есть тот, кто его создал и заботится. А не наоборот. А тут творение решило дать определение и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, свидетелями чего мы вот в данном случае являемся. Ответ соответствующий. «Я есть тот, кто существует». Сущий, так перевели в синодальном переводе, да? То есть существующий в собственном смысле, и чье существование ни от кого не зависит. Да. И ни от кого не зависит. Ни от каких условий, ни от каких там существующих в собственном смысле. А вот вы, теперь, исходя из этого, те, которые существуете благодаря сущему. Поэтому Господь отвечает: «Я есть тот, кто я есть». На греческом, в Септуагинте, это звучит так: «Эго ими, о он». Это перевод 70, он позже был сделан, вы понимаете. Эго ими, то есть «я есть тот», «я есть», «он сущий», «существующий». Собственно говоря, вот этот перевод и лег в основу синодальной. Греческий «Ехе», «Ашар», «Ашер», «Ехе». Существующий тоже, или тот, кто есть, который есть. Есть тот, кто есть. Внизу же на греческом. Внизу на греческом, да. Эго ими, о он. Да, то есть существующий. Всякое поползновение человека понять Бога на этом заканчивается. В данном случае. В данном случае. А вообще, как вы понимаете, понять природу божества это немыслимая вещь. Да. Для человека это немыслимая вещь. Ехе, Ашер, Ехе. По поводу того, что вы сказали о Яхве, мы уже говорили, да? То есть имя Божие писалось в Ветхом Завете при помощи 4 знаков. Мы об этом с вами в самом начале, если вы вспоминаете, на самых первых лекциях мы с вами об этом говорили. Да? Йод, Гев, Вав, Гев. Да. Имя Божие произносил первосвященник, Гадоль Каген, потомок Аарона, 1 раз в году. Когда приносил жертву, заходил в алтарь Иерусалимского храма. И, как вы понимаете, после разрушения Иерусалимского храма, из-за отсутствия такого употребления, произношение этого имени было утеряно. По какой причине? В иврите знаки, которые пишутся, да, буквы, они согласные. Согласные. То есть в Писании они также согласными остались. А вот какая там огласовка, то есть какие гласные, они вот вы видите. Гласных нету, да? Безгласных? Вот вы видите здесь иврит. Я вот попытаюсь вам показать. Вот те знаки, вот они, которые идут, это согласные. А гласные это вот эти снизу, которые подписываются. И мы с вами читаем, ну тут кто знает, благодаря вот этим нижним огласовкам, вот это Е, это Шва, это опять Е, это А, это Е, опять Е, Шва, Е, и вот мы можем прочесть это слово. То есть мы не как в обычном тексте, да, вот в греческом, индоевропейских языках, вот мы видим гласную, согласную, гласную, то же самое в русском языке, и мы можем это читать на любом языке. Эго, ими, он, я, есть, сущий.
Для того, чтобы читать на иврите, нужно вот так вот сверху вниз как-то, да, вот просматривать. Потому что наверху согласные, внизу гласные. Так вот, в древности и в современном иврите, и в древности гласные не писались. Сейчас они, эти огласовки пишутся, и вот в Священном Писании, когда люди изучают Священное Писание, там стоят огласовки. А вот тексты все остальные, газетные, литературы и прочее, они не имеют огласовок. То есть человек уже знает, да, знает, он учит, изучает этот язык с детства, как вы понимаете, и он знает, как пишется то или иное слово. Только детские буквари и Священное Писание сегодня имеют огласовки. То есть это идет постоянно такая работа ума, как бы идет, да? Вот как кроссворд. Ты знаешь согласные, а гласные автоматически, совершенно верно. Что-то с китайскими иероглифами близко. Это квадратное письмо после арамейского плена. То есть это арамейская письменность, приобретенная евреи после Вавилонского плена. То, что мы сейчас видим. До этого знаки были несколько иные. И вот, поскольку были утеряны вот эти гласные, то как пишется, как и пишется имя Божие, знают. А вот как оно читается, да, вот какие. И я вам уже говорил, взяли гласные с имени Адунай, господин, Господь, да, гласные, подставили под эти согласные, получилось Яхве. Взяли гласные со слова Элохим, подставили туда, получилось Иегова. Но это реконструкция, попытка реконструировать. Это не имя Божие, какое-то имя собственное, которое вот принадлежит. Ну, никто этого... Это не так. Да. И я думаю, я думаю, что вы это хорошо понимаете, что сегодня актуальности в этом никакой нет. В Новом Завете. Да, это не просто так произошло, как вы понимаете. Да? То есть сегодня никакого... Но в древности мы с вами должны понимать, в древности Господь, конечно, мы с вами говорили, являлся под разными именами. Господь Саваоф, небеса, Господь воинств, да, Господь справедливый, Господь властитель. Множество имен, огромное количество имен в Священном Писании концентрировано. Как, собственно говоря, сегодня существует и множество прочтений вот, предыдущего текста. Аз есмь сущий, так перевели в XIV веке. Аз есмь, еже есмь, это Геннадьевская Библия 15 века, Острожская Библия 16 века. Ну, это мы сейчас говорим о славянских переводах, да? Аз есмь, еж есмь, это Библия Франциска Скорины. Аж есмь сы, это Никоновская Библия уже 17 века. Я есмь тот, который есть, это перевод архимандрита Макария 19 века, вы видите, как меняется язык, да? Я есмь сущий, это синодальный перевод митрополита Филарета Дроздова, это тоже 19 век. Я сущий, это современные переводы. Библейский институт вот сейчас издал новый перевод русский. Я тот, кто я есть, это тоже использовали. Сущий, который пребывает вечно, это перевод Торы, то есть пятикнижие с иврита. Перевод Нового мира, это вот егористы, по-моему, да? Я стану тем, кем пожелаю стать. Ну и так далее. То есть каждый переводил в соответствии со своими. Да. Следующий стих, пожалуйста. И еще Бог сказал Моисею: ответь сынам Израилевым, что тебя послал Яхве, Господь. Ну, то есть здесь почему стоит Господь? Потому что евреи, когда подходят при прочтении к этому имени из 4 знаков, они не читают, не пытаются его произнести согласовками, они заменяют это слово словом Адунай, Господин мой. И поэтому везде, где присутствуют вот эти 4, стоит слово Господь. Везде, где мы видим слово Господь, стоит вот это слово из 4 букв. Евреи не произносят имя Божие, они не прочитывают его. Как это? То есть они не говорят Яхве. Господь тоже ли не произносит? Они господин говорят. Когда мы, да, Господь разный, господин это одно и то же. То есть, как вы понимаете, когда Христос проповедует и к нему обращаются Господь, они не имеют в виду его божественное происхождение. Они говорят Господин наш, то есть это вот та вежливая форма обращения. Если бы они его все признавали Богом, никаких бы проблем не было, как вы понимаете. Вот. Они говорят, это обычное обращение, которое присутствует. Да, вот мы сейчас в последние времена говорили, что товарищ, Да, еще раньше гражданин, а вот еще чуть раньше мы как обращаемся? Господин, госпожа. Так и было.
Ну а это сколько? 2-3 тысячи лет назад, естественно, как вы понимаете. Господин мой. То есть Адонай это господин. Это не имя Бога. Но было усвоено ему как Творцу и Владыке, безусловно. Итак, послал тебя Господь, то есть это обозначение, да, Бог их отцов, и далее кого? Авраама, Исаака и Якова. Ну вот совершенно верно. Почему Авраама, Исаака и Якова? Потому что завет заключен с кем? Конечно. Это потомки Авраама, а значит, договор, который был заключен с предками, он, естественно, переходит к кому? К наследникам. Наследники это дети из 12 колен. Вспоминаете, да, кого как звали? Праотца. Нет, сейчас я скажу. Исаака, Якова, Совершенно верно. Иуда, Якова, у него 12 сыновей, которых мы с вами, да, проходили. Следующий, пожалуйста, стих. Это имя мое навеки, это имя мое из рода в род. Да, из рода в род. Почему? Это память для народа. Да? Он даже говорит не просто, что это народ какой-то, да? Там не Ам стоит даже, а Ами, мой народ. То есть главой израильского народа являются не цари, не старейшины и не главы родов. Это мой народ, говорит Господь. Потому что я вывел Авраама откуда? Из Хананского. Из Ура Халдейского. Я заключил договор, я дам землю, благодаря мне вы остались целыми, благодаря мне вы находитесь в Египте, я вас вывожу, вы мой народ. Господином народа является Адонай, сам Элохим, Бог. Суть заключается в том, что не народ выбирает себе Бога. Заметьте. Избранничество, еще раз мы это подчеркиваем, заключается в том, что это не потому, что это какой-то замечательный, чудесный, благородный, всеми добродетелями украшенный. Нет. О человеке, уже о человечестве говорить так невозможно. Нет. Но потому что сам Бог является действующей личностью. Бог берет немощное и в нем проявляет свою благодать. Вот человек это не как наше с вами состояние. Наше с вами состояние падшее, да, ну вот с этим нам нужны силы, возможности, да, вот какие бы они ни были, энергии. Там ничего такого нет, это все исходит от Всевышнего. Это все исходит от Всевышнего. Иначе говоря, со стороны народа это служение. Это не управление, не власть, не реализация амбиций, это служение цели, которую обозначает тот, кто говорит «Вы мой народ». Следующий стих, 16, пожалуйста. Иди и созови старейшинам Израиля. Передай им, что Господь, Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака и Якова, явился тебе и сказал: я обратил на вас свой взор и увидел, как поступают с вами египтяне. Да. Эдзикне Исраэль. Закен это, вот вы видите, собери старейшин, то есть кого нужно собрать? Старцев, стариков, как мы говорим, да, которые в Израиле реально, да, имели, занимали определенное положение, вот даже в этом социальном сообществе рабов, потому что евреи рабы в Египте, это не те, кто правит. И даже вот в этой прослойке кто присутствует? Старейшины, которые управляют, потому что есть главы родов, от этих 12 колен, естественно, по старшинству передается то, что называется положением общества. Ну, сейчас в нашем обществе об этом говорить не нужно, это и так понятно, я надеюсь. Вот, пока еще. Речь не просто идет о стариках, речь идет о тех, кто реально владеет ситуацией. Да? На греческом закен, это на иврите, герусия, так перевели, это совет старейшин. В Новом Завете это уже синедрион в Иерусалиме, тем же словом обозначается. Да? Вот. То есть старейшины, эти уважаемые люди, они составляли совет синедрион.
в Новом Завете. А Синедрион, он что? Чем занимался вот у нас из Нового Завета? Дословно при него. Первосвященники. Они приговоры. Вот мы читаем. Первосвященники, то есть архиерис. И что? И пресвитери. Правильно? Пресвитери, старейшины народа выступили против кого? Иисуса, чтобы что сделать? Умертвить его. Это старейшины. А если говорить о закенах, которые возглавляли народ израильский в Египте, то что мы о них знаем? Которые возглавляли в Египте? Да. Они вошли в землю обетованную? Ни один из них, ни один из старейшин не вошел в землю обетованную. Почему? Они восстали против Бога. Они отказались входить в землю обетованную. И тогда Господь, Господь сказал, что 40 лет вы будете находиться в пустыне. Почему? Пока не вымрет то поколение, которое взбунтовалось и которое было рабами, кроме Иисуса Навина, да, и Халева, которые были рабами в Египте. Пока не вымрет это поколение старейшин. А почему Моисей не ушел? Потому что они исходили из чего? Исходили из социального положения. Невера их двигала. Невера. Мы с вами в прошлый раз говорили о вере. Что позволяет сделать вера? Их двигала невера. И поэтому Господь их обрекает полностью этому поколению умереть в пустыне. Всему этому поколению. Это рабы египетские, и они не выполняют волю Божию. Так, в подлиннике здесь: «Иди, собери старейшин Израиля, и скажи им: Господь Бог ваших отцов дал зреть себя мне». То есть не просто я увидел Бога, я там проходил со стадами. Он дал возможность, да, совершенно верно, дал возможность увидеть меня, себя, и это Бог Авраама, и он вспомнил, говорит Господь. Что значит, когда Господь вспомнил? Значит, начнется какое-то действие со стороны Всевышнего. Народ-то страдает в рабстве, он вспомнил вас, значит, произойдут какие-то изменения. Он помянул вас и то, что причиняют вам в Мицраиме. То есть он увидел ваше положение, и значит начнутся какие-то изменения. 17 стих, пожалуйста. «И я возвещаю вам, что уведу вас из египетского рабства в землю Ханаанеев, Хеттов, Амореев, Перезеев, Хевеев, Евсеев, в землю, что источает молоко и мед». Да, но мы с вами уже говорили о молоке и меде, что это за понятие, к чему они имеют отношение, что это не просто богатая земля, это не просто химический состав почвы, плодородие там или еще что-то. Буквально текст звучит так: «И сказал я: выведу вас из-под гнета Мицраима на землю Кенаани, Хити, Эмори, Ипризи, Хиви, Евуси, на землю, источающую мед и молоко». 18 стих. «Старейшины Израиля тебя послушают, пойдут вместе с тобой в египетскому царю, и вы ему скажете: нам явился Господь, Бог евреев, позволь нам уйти в пустыню на 3 дня пути, принести там жертву Господу, нашему Богу». Да, совершенно верно. Находящиеся в рабстве, в тяжелом положении люди послушают тебя, потому что это для них возможность избавиться. Это реальная возможность избавиться, да, шанс из этого тяжелого положения. И Господь предрекает, что со стороны евреев никаких проблем не будет, они с тобой пойдут, они тебя поддержат. И ты предстанешь перед... послушают голоса твоего, да, вот буквально, послушают голоса твоего, и ты придешь со старейшинами к царю Мицраиму и скажешь: Бог Еврим, то есть Бог еврейского народа, дал встретить себя нам. Опять смотрите, не просто так, мы его знаем, и вот он нам говорит. Нет, он дал. Да, какой вот залог, да, посмотрите, он дает. Позволь нам выйти на 3 дня пути в пустыню и принести жертвы.
то есть завах, да? Принести жертвы, заколоть, иначе говоря. Глагол завах означает закалывать жертву или совершать жертвоприношение. Богу нашему, 19 стих. Я знаю, что египетский царь станет вас удерживать, невзирая на помощь руки моей, на мощь руки моей. Я занесу свою руку над ним. Я сокрушу Египет чудесами невиданными, и тогда он вас отпустит. Спасибо. Что здесь произойдет? Я знаю, что не даст вам царь Мицраима уйти, если не принудить его к этому сильной крепкой рукой. Вело беяд. Вот. Хазака. Хазак это сильный, крепкий, мощный. Яд это рука. Вот если не твердой рукой, то есть буквально если не совершит какое-то такое действие твердое по отношению к этому, сам царь вас не отпустит. Но это и понятно. Царь Египта, 600 тысяч рабов, и вдруг вся эта рабская, дешевая, практически совершенно ничего не стоящая сила, да, собирается куда-то покинуть. То есть, мы же с вами знаем, что это рабовладельческий строй, что государство на этом стоит и держится. Конечно, сам царь ни под каким условием так вот вас просто не выпустит. Такого ничего не произойдет, если не крепкость твердой, иначе говоря, хазак, твердой силой, не совершить вот это вот. И я занесу свою руку, вот эту самую крепкую, и сокрушу Египет чудесами невиданными. И тогда отпустят. То есть такого еще в истории Египта не было. Но, смотрите, что говорит Господь. Как бы там ни было, мнение фараона, мнение вельмож, мнение сановников, что бы ни произошло, все равно он вас отпустит. Потому что я, не вы, не он, а я здесь решаю. Он будет упираться, да? Да. Далее. И я сделаю так, что египтяне окажут вам милость, и вы уйдете из Египта не с пустыми руками. Да, вот смотрите. Когда мы занимаемся какими-то делами, когда мы ставим себе какие-то цели, мы всегда учитываем одну очень важную вещь – лицеприятие. Нужно найти нужных людей, правда же? Подключить тех, кто был бы заинтересован в этом. Желательно, чтобы это были люди, расположенные к этому делу. Разве нет? Да, вот видите, да. В нашем обществе, да. То есть, чтобы какое-то дело, какое-то предприятие свершилось, нам нужно обязательно заинтересованных, расположенных к этому людей. А это рождает лицемерие, которое растет, как снежный ком. И вот мы уже обращаем внимание только на лица. Так, этот мне нужен, или это мне нужна, этот мне не нужен, это мне не нужна. И так далее. Совершенно верно. И так выстраиваем, бедные, своими силами свою жизнь, как бы она ни была. Смотрите, что здесь происходит. Это предприятие освобождения. Это не дело рук евреев. Это не они создают какие-то социальные условия или как это подготавливают революционные массы или еще что-то. Ничего такого здесь не происходит. Все происходит достаточно быстро и спонтанно, очень быстро, обратите внимание. И самое главное, что говорит Господь. И дам милость этому народу в глазах Миприм. И будет, уходя, не уйдете с пустыми руками. Бог сделает вас очарованными, миловидными в их глазах. Не вы будете играть, как артисты, лицемеры, заниматься лицедейством, да, для того, чтобы расположить к себе. Ничего подобного. Я сделаю так, что вы в их глазах будете очарованы, миловидны, элегантные, приятные, благодатные. Они будут к вам благоволить, вы найдете у них расположение, и вы не уйдете оттуда с пустыми руками. В чем заключается чудо? Речь идет о рабах. Это же не артисты, это же не элита, не банкиры, не вельможи, не сановники, не дворянство. Это рабы. Рабы, которые они
как это рабы вдруг, вот этот вот презираемое, да, сословие обретет милость, да еще такую, что оно уйдет не с пустыми руками. Действие чье? Кто действует? Моисей? Нет. Старейшины? Нет, действует Господь. Это его действие. 22 стих. Ваши женщины попросят у своих соседок серебро, золото и одежду. Вы нарядите своих сыновей и дочерей. Вы уйдете из Египта с богатой добычей. Ну вы понимаете, что такого быть не может. Ну, да. Понимаете, если рабыня придет к своей госпоже и скажет: дайте мне это бриллиантовое украшение, ваши фамильные драгоценности, они мне необходимы, то никакая хозяйка не побежит открывать шкатулки, сейфы или еще что-то, да, чтобы отдать своей рабыне или служанке Они родным не из дают своим. презираемого народа, с Да. которым, как мы знаем, даже не садятся за один стол, есть это. Представляете, какая степень презрения? Никто не начнет снимать с себя украшения, тем более египтяне. Они не прикоснулись, и потом... Опять что происходит? Опять что происходит? Веницальтем эт Мицрим. Ну что это нацал? Снимать, сдирать, грабить, отбирать, избавлять, спасать, вытаскивать и все отдадут. Они все вам отдадут. Вот за все время рабства вы уйдете со всем имуществом. Вот что произойдет в сознании людей? Как это так? В условиях рабовладельческого строя, еще раз я повторяю, там не было ни советской, ни социалистической революции. Да? Вы имеете в виду? Никто не говорит о равенстве классов. Есть господствующий класс, есть божество, фараон, есть жрецы. Как это может произойти? Это действие Бога. Это не хитросплетение человеческое. Вот произойдет этот нацал, и все с этими Мицрим. И все, потому что об этом говорит Господь. Это не деятельность человека. Заметьте, избавление – это не деятельность человека. Сейчас мы переходим к 4 главе. 4 глава книги Исход. Пожалуйста. Но Моисей сказал: а что, если мне не поверят и не станут слушать? Скажут: Господь тебе не являлся. Да. Вот интересно. Буквально, а что если там вот стоит глагол, получается, что если вы не видели на самом деле друг друга? Там страдательный залог. Да, страдательный залог. Не являлся. То есть вы друг друга не видели. Он не был тобою виден. Он не открывался, не виделся. Он не позволил тебе увидеть себя. Вот перевод, да, этого стиха. Одним словом, где ты, где он. И Моисей, естественно, заранее, да, он же в голове это все прокручивает. Ну, представьте, человека много лет не было дома. Это же не просто там, который жил бы, да, еще что-то. Он очень хорошо знает свой народ. Его много лет не было дома. Он даже не знает, живы ли его родственники. Он поселился в этой Мадианской, в Медиане, да. Он же женился на дочери Коганим, этого священника и князя Мадианского Ятре, да, Яфора. Он в голове: я приду, кто я, откуда вдруг через столько лет появится и говорит: я встретился с Богом. А если они скажут: ты не видел его, он тебе не открывался. Если вдруг такое произойдет, тогда что? Следующий стих, пожалуйста. Что у тебя в руке? Спросил Господь Моисея. Тот ответил: посох. Брось его на землю, повелел Господь. Моисей бросил. Спасибо. Вот стоит человек и сомневается. Перед ним горит куст. Он знает, что это Бог Авраама, Исаака, Яакова, да? Он знает, что история его народа, избавления связана с
Господом, он знает, что это Творец мира, он сомневается. Представьте себе эту ситуацию. Он все еще сомневается. Боится фараонов всегда никак. Правильно? Мазе беядеха. Там нет никаких этих, не сомневайся, все будет хорошо, иди. Ничего этого нет. Следует простой вопрос к человеку. Что в твоей руке? Что в нашей руке? Нет, в нашей руке что? Есть в нашей руке какая-нибудь возможность? А, ты в этом смысле? Да. Нет? Есть ли какая-то хотя бы потенциальная возможность, какие-то силы в нашей руке? Ну ладно. Он спрашивает, ма зе беядеха, что в твоей руке? А что может быть в руке у кого? У пастуха, Ну, вот, да, и простого человека в пустыне. Что? просто. Ну, нет, ну в смысле ничего особенного, Да, да? да. Он же там не ходит с какими-то там оружием каким-то или еще чем-то небывалым и так далее. Просто, понимаете, когда тебя Господь посылает что-то сделать, когда есть божественное призвание, не надо заморачиваться этими вопросами, что мне, как, при каких обстоятельствах, где найти эти условия. Это то, что есть, того достаточно. Потому что здесь попечения обо всем этом не твои, а его. Не тебе нужно об этом думать. Он уже об этом подумал. Да, ты всего лишь действующее лицо. И когда он задает этот вопрос, что в твоей руке? Вот, мазе беядеха. Тот говорит, мате. Мате. Что это такое? Жезл, палка, трость, копье, ветвь, пруд, то же самое. Ну что пастух мог там где-то срезал, что где-то там и деревьев там не очень много в оазисах в основном, да, где-то что-то срезал, вот тем и погоняет, и конечно, чтобы ходить, тоже надо как-то, да, опираться на что-то. На колено, равдос, это греческий, это септуагинта, да, тоже палка, трость, розга, посох, жезл. Что в твоей руке? Он говорит, мате, посох. Все, больше ничего у меня нет. Посох в моей руке. Вот как у нас в нашей литературе, в языческой, неважно, в христианской литературе, средневековой, эпохи Возрождения, современной, если Бог обращается так с человеком, обязательно что-нибудь волшебное дает. Да? С неба обязательно что-то спустится. Например, молнии Зевса, если о древнегреческой говорить, да, мифологии. Герои же не просто так совершают все эти, да, боги им помогают. Например, если там Зевс обращается, он дает свои молнии, чтобы можно было выполнить это поручение. Если Посейдон своим детям, он им дает трезубец свой, волшебный, можно этими стихиями водными управлять и так далее. Ну, христианская эпоха, вот, король Артур, Эскалибур, волшебный меч. Он же не просто так управлял этими в рыцарскую эпоху. У него был волшебный меч, который разил всех этих врагов и так далее. То есть какая-то необычная сила, что-то необычное. Там у скандинавов молот Тора тоже. То есть каждый бог имеет какую-то такую, да, вот, артефакт какой-то такой волшебный. И этот волшебный артефакт. Ну, если вы нарский эпос возьмете, там тоже и стрелы, и мечи, и все что угодно, и все тоже волшебное, и все тоже такое же замечательное. А у тебя, у пастуха, что в руке? Палка, прутик. Вот с этой палки и будет вам спасение, которую ты там где-то когда-то срезал. Вот что имеешь, с него и будет. Ничего волшебного там не будет. Жезл и посох сами по себе являются чем? Атрибутами чего? Власть. Безусловно. Всегда и везде. Власти и силы. Жезл и посох это всегда. Даже у пастуха это для отары овец это достаточно внушительное проявление власти. Совершенно верно. Поэтому царь Давид в свое время пишет
Псалом 22. Пусть пойду в темноте долины смерти, это самое страшное, что может человек испытать, не устрашусь я зла. А почему? Потому что ты со мной. Ну это понятно, Бог с тобой. А вот еще почему? Потому что жезл твой, посох твой, они успокаивают меня. Сила твоя и власть твоя. Сила Бога и власть Бога успокаивают человека, в данном случае царя Давида, да? И он не боится вот этих всех невзгод. Какие у него проблемы были? У него там восстания, войны. Вы же понимаете, это такая неразбериха военная постоянно. Кто-то нападает, борьба за власть, там при живом царе, при умершем царе. В общем, царь Давид покоя не знал, всю жизнь воевал. Всю жизнь воевал до 80 лет. Вот. И он говорит, что твоя сила и твоя власть, они меня успокаивают. Почему? Потому что жезл и посох – это символ власти и силы. Только ли в Израиле во времена царя Давида? Это всегда. Это у нас что? Египет. Это у нас жезл Асклепия, врача в Греции, потом бога врачевания. Ну, змея, это понятно, это вот миф о том, что там увидел, одну змею убил, шел там вылечить человека, одну змею убил, вторая принесла какой-то волшебный сбор, он запомнил, какие травы были там собраны, и вылечил человека благодаря этому. Вот жезл Асклепия, он в древности выглядел вот таким вот образом. Это символ медицины был, иначе говоря, потому что Асклепий покровитель. Вот. А это у нас что? Ложь. Это Всемирная организация здравоохранения, которая уже больше 60 лет, жезл Асклепия является символом, эмблемой. Потому что это здравоохранение, это то же самое, они пересекаются. То же самое змей, то же самое жезл. Но поскольку Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, вы же все знаете об этой организации, да? Вот она у нас такая. Древний Египет, пожалуйста, Древний Египет. Это жезл власти. Вот во время войны военачальники, это один из военачальников, военачальники, они вот пользуются чем? Они же не просто так пальцем указывают, да? Они имеют символ власти. Это Древний Египет. Это несколько тысячелетий назад. Вот. На иероглифах вот так и вот египет у них на голове, да, в руках что? Корона же со змеей. Совершенно есть. Посмотрите. Посмотрите на... Сейчас мы будем об этом говорить. Посмотрите на жезл, да? Вот Да, в руках. Да. Это символ жизни. Это символ жизни, анх. А это в руках что? Символ власти. Фараоны, они не просто так. Вот. Это уже кто у нас? Это Вавилон, да? Это Дарий Великий, царь Персии. Что он в руках держит? Ну там вот Александр Македонский с кем воюет, да, это жезл, это тоже символ власти. То есть жезл и посох это не то, что там вот когда-то там у какого-то народа и так далее. Это через все человечество проходит. Это кто? Иван Грозный, да? Да, вот видите, как вы сразу. Это Иван Грозный, да. И что он держит опять-таки в руках? Короны может не надевать, но что он держит в руках? Конечно, символ власти. Потому что это царь, и он был помазан на царство. Он же потомок палеологов был, да? Он помазан на царство. Это царь московский, всея Руси. Иоанн IV, Иоанн Васильевич, да? А это что? Сына своего убивают. Это знаменитая работа чья? Вспоминаете? Художник. Это Репин. Это Репин. Она называется «Иван Грозный и сын его Иван». 16 Это ноября. на самом деле было там много споров по этому поводу. 581 года. Очень много споров по этому поводу. Да, это достаточно спорная вещь. Да. Но заметьте, что все, что связано с властью, обычно заканчивается очень часто именно так. Стремящиеся к власти, они на жертвенник обычно приносят именно вот. Но это его слышит, это часто, потому что та же история была у Петра. Да. Та же история у Николая, та же история у Сталина, что это что-то необычное Иван Грозный нам явил. Это через все эпохи проходит. У всех одна и та же вещь. Борются за власть, а расплачиваются самым дорогим, самым ценным, что есть. Ну вот, это работа. Да, это спорная история, но тем не менее, да, вот, мы иллюстрируем.
А это 21 век. Это кто? Вообще, вот как это неэтично в руках вот так держать? Так, Иисуса? я вас попрошу, давайте мы сейчас не будем давать Ужасно оценку. это, Мы знаете. смотрим с точки зрения... Вот Папа Римский. Вот как можно вот так? Ну это вообще... вот Сейчас, это вот сейчас мы об этом поговорим. Сейчас мы об этом Это поговорим. ужасно вообще. Это Франциск. Лучше вообще не держать этот посох. Это Франциск, да? Франциск, да? Поскольку он кем является? Он викарий Христа на земле. Он преемник князя апостолов. Он первосвященник вселенной. Ну, соответственно, его посох это символ, да, над миллиардным христианским, да, вот миром. А это кто? Как Это греческий. наши. Да нет, это православные. Все православные. Тут православные церквей, вот вы можете обратить внимание. Здесь и Польша, и Кипр, и Сербия, и Румыния, и так далее, все православные. Вот, да, и что они держат в руках? А это что означает? То же самое. То же самое. Это символ чего? В церкви. Власть. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, с древнейших времен разницы никакой нет. Скипетр означает скипетрон. В переводе с греческого палка, посох, жезл. То есть все, что цари, где бы это ни было, в какой бы части ни было, да, тот жезл, который цари держат, это есть там, греческое слово скипто, опираюсь на него. То есть она опять из пастушеской идет, естественно, да, традиция. Опираюсь на нее, скипто. И вот скипетр это что? Это вот символ власти, это вот тот самый посох или тот самый жезл. Вот здесь у нас что? Как вы думаете? Корона. Это тоже не древность, совершенно верно, это тоже не древность, это 21 век. Это скипетр короля или королевы Великобритании. Вот, некоторые 20 века, некоторые 17 века. Вот с голубем это вот украшение символизирует, вот этот вот жезл, который вы видите. Он действие Святого Духа символизирует, поскольку король правит не просто так, а он помазанник или она, не имеет значения. Вот Корона святого Эдуарда, скипетр королевы Марии с голубем и так далее, и так далее. То есть это регалии, Папусине, это регалии чего? Власти британской короны. Власти британской короны. А как это происходит? Вот это после Отечественной войны. Архиепископ Кентерберийский вручает Елизавете что? Совершенно верно. То есть делегирует ей что? Власть. Полномочия власти. Совершенно верно. А священник у них от какой церкви? Англиканская церковь, главой которой является королева. Англиканская, как? Англиканская. Англиканская. Да, это Они же реформы. протестанты, да? Это реформы Генриха, вот, но тем не менее. Вот и после коронации она уже выглядит как? Что она держит в руках? Она держит жезл. Это символ власти, в данном случае политической. Да? Там мы видели духовной церковных, да, организаций, здесь политической. Это не только у них, друзья мои. Это не только у них, а у нас инаугурация как проходит? Ну, у нас издревле, кстати. Да? Что передает спикер парламента во время инаугурации президента? Как называется этот посох? Алабаш. Конечно. Конечно, это тоже, кстати, я хочу зачитать, атрибутами президентской власти Республики Абхазия является штандарт президента, ну это понятно, да? Печать с изображением государственного герба, шашка, сабля, символизирующая роль президента как главнокомандующего, и алабаша, символ государственной мудрости. Посох президента является официальным символом власти президента. Это наша с вами страна. Вот у нас тоже, подобно всем тем, которых мы перед этим просматривали, то же самое, символ власти, вот он, символ власти, он точно так же является государственным атрибутом. То есть, я что хочу сказать, из этого экскурса мы что узнаем? Что жезл всегда, во все времена, у всех народов, при всех обстоятельствах, это символ власти, символ могущества и символ силы.
Неважно, мы в демократической эпохе, в рабовладельческом строе, мы там находимся, в церковных, светских, это не имеет значения. Это всегда символ власти. Да. Можно спросить, вот меня очень поразил посох Ватиканского. Этот посох до сих пор у них сохраняется, да? Вам не кажется, поскольку что Франциск, он сегодняшний папа, да. Да. Там ничего не Вам меняется. не кажется, что это просто какой-то, ну я не знаю, да не идти, вот так вот такое изображение Христа? Изображение Христа говорит о том, что он не от своей власти, а вот делегированный самим Христом, поскольку в отличие от православной католической церкви, Зачем вообще его изображать? объектом, у вас разные объекты веры. Мы хоть и христиане, да, именуемся, но если мы говорим патриарху или архиепископу или кому-то там святейший, блаженнейший, преподобнейший и прочее, с точки зрения византийской традиции, римской, восточной римской традиции, это дань уважения, там, 13-й апостол, судья всей вселенной, вот титулы, да, и так далее. Когда мы говорим святейший, то не знаешь, что святее всех, да? Речь же не о нравственности речь идет. В отличие от нас, должен вам заметить, в католической церкви эти термины носят догматический характер. Когда там говорят первосвященник, первый, или князь апостолов, или викарий, то есть помощник Христа на земле, это объект веры христиан. Они в нем видят действительно помощника Христа на земле, действительно князя, преемника князя апостолов, действительно первосвященника всей вселенной. Это не атрибутика, это реальный объект веры вот этого количества христиан. Это вот этот диссонанс, который между вами происходит, он исходит из того, что у вас разные, как это сказать, предикаты веры, модусы веры. Нет веры в западном мире. Как это вообще изображать? Давайте обратимся от этого Ветхого Завета с его вот этим самыми символами всеми, которые мы просмотрели, в том числе и церковной власти, да, обратимся к Новому Завету. Вот смотрите, Господь посылает на проповедь апостолов. Да? Мы с вами должны определиться по отношению к власти и силе. А вот в христианском сообществе это что? Какого рода? Как взаимоотношения силой и властью у нас происходят? Складываются. Признаем мы в новейшее время, в эпоху Нового Завета среди христиан это или не признаем? Когда он посылает, он что говорит? Повелел им. Об этом пишут все синоптики. И Матфей, и Лука, и Марк. Когда он повелел и послал их, он повелел им ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха. Ни хлеба, ни сумки, ни денег в поясе, но обуваться в сандалии и не брать запасной одежды. То есть посох он сохранился. Посох он сохранился как символ. Но какой власти? Духовной власти. А чем она отличается? Вы знаете, многие духовные лица этим посохом пользуются точно так же, как и светские. Да, поэтому он и ни с кого ничего не берет, и ни сумок, ни денег, ни прочее, чтобы не дать повод, что людям, тем, что они за это... Прекрасно, Марк, замечательно. Вот ваша экзегеза, она вообще дополняет. Чтобы людям Все не дать повод. то, что было. Вот смотрите, что говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Некоторые из вас возгордились, полагая, что я не приду к вам. Это проблемы между тем, кто создал Коринфскую общину, то есть апостолом Павлом и самой общиной. Но я скоро приду к вам, если на то будет воля Господа, и тогда узнаю, чего стоят не слова этих гордецов, а их сила. Потому что Царство Божие проявляется не в слове, а в силе. И смотрите, что он говорит далее. Выбирайте сами. Прийти мне с розгой, это вот новый перевод, да? Или же с любовью и в духе кротости. Вот как он управляет вообще. Синодальный перевод звучит так, он, естественно, ближе к подлиннику. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? То есть апостол Павел обращается к своей общине, которую он, собственно говоря, и создал, да? Он ее управляет, но на расстоянии. Он дилемму предлагает на выбор. Что он говорит? Жезл
власти и силы или любовь и дух кротости. Противопоставляем. Чего вы хотите? В подлиннике, вот, равву, да, это посох. Что желаете? Приду я, тифелите. Что вы желаете? Что вам угодно? Вы хотите, чтобы я пришел к вам вот с этим посохом, да? Или же прийти в агапи и пневматите правтитос. Что такое правтитос? Правтитос – это мягкость. Правтитос – это ласковость, это сдержанность, это спокойствие. А что такое агапи? Любовь. Какая? Тоже. Какая? А мы там- Вот вы знаете, у нас ведь много, да? 4, там 5, 6 слов. Какая? Жертвенность. Вот смотрите. То есть он у нас говорит о чем? Прийти с властью в посохе, да, и силой. Или же агапи, жертвенная любовь, ласковость, сдержанность, спокойствие, мягкость. Ну как вы думаете, что выберет Мягкость, христианин? Конечно, Мягкость. да. Вы же понимаете, да, безусловно, что так, мы давайте перейдем к следующему стиху. Так не включил. Должно. Вот, давайте следующий стих, пожалуйста. Посох превратился в змею. Моисей кинулся прочь. Вот как интересно. Он этот посох бросил, который символ власти и силы, и он превратился в кого? Да. А змея у нас в Священном Писании, ведь вы понимаете, да? Нахаш он у нас достаточно старый, знакомый. Марк, вы время, пожалуйста, смотрите. Время? Да. Он у нас достаточно Без старый. 25. Он у нас достаточно старый. Да, вот у нас открылось, мы можем посмотреть. То есть прийти с властью в посохе или агапи, жертвенная любовь, ласковость, сдержанность, спокойствие, мягкость, духом каким? Властным или каким? Когда Моисей бросает этот жезл, то жезл превращается в нахаш, змея. Очень интересно, да? Нахаш, змей. У нас опять появляется нахаш, змей. Змей тоже является символом власти. Только у кого? Вот это вот что? Египет. Да. Это головной убор фараона. Вы видите кобру с раскрытым капюшоном. Ну вот, а теперь ВОЗ. Тоже оттуда идет? Посмотрите, ну вы же понимаете, что значение может быть в каждой стране достаточно многоразличное. Смотрите здесь, вот вы видите то же самое. И что? Тоже кобра с раскрытым капюшоном на головном уборе. Вот у нас египтяне, посмотрите. Что я так почитаю? Посмотрите, змей направлены от тебя. Вот, пожалуйста. Видите изображение змея? Вот, пожалуйста. То же самое. Вот, Значит, они обратите поклонялись. внимание.
Хотя это же Бог ангел. Змей является таким же атрибутом власти и символом власти в Египте, как и те жезлы, о которых мы говорили. Он венчал корону фараона. Это символ власти. И направлен, естественно, на врагов. Да? Вот вы видите, да? Почему капюшон-то раскрыт. Когда змея раскрывает капюшон? Понятно. Да? Вы же понимаете, да? Увидев это, совершенно естественная реакция Моше. Он побежал. Это вот какой стих вы читали? Сейчас третий. Да, это вот 3 стих. Посох превратился в змею. Брось на землю, посох превратился в змею, и Моше кинулся прочь. Конечно, если ты увидишь змею, которая дальше твоего посоха, 4 стих. Протяни руку, возьми ее за хвост, велел ему Господь. Моисей протянул руку, схватил змею, и в его руке она превратилась в посох. Вот что интересно, вы знаете, вот действие Бога, опять не человека. Но вообще только очень опытные змееловы могут хватать за хвост. Вообще хватают, вы знаете, за то место, где находится голова, то есть окончание шеи, потому что змея может увернуться и укусить. Так и не хватает, Да. потому что я видел. А это делают только очень опытные люди. Да. Но это не может сделать пастух. Он ее схватил, и она опять превратилась в жезл. Это же действие не человека. Это же действие кого? Всевышнего. Вот эти образы, обратите на них внимание. Посох, как символ власти, в то же время превращается в змея. И он опять превращается в посох, как символ власти и силы. Как будет использоваться посох, то есть власть и сила? Все заключается именно в этом. Он может быть направлен во зло, он может быть направлен во благо. Как говорит апостол Павел. Жертвенная любовь, смирение, мягкость или же все это зависит от человека. Господь являет пример в себе. Какой? Он с силой пришел, с властью. Он смирил всех царей и владык земли? Нет, он пришел в каком облике и виде? В облике раба. Господь является на этой земле в облике раба. Он не приходит с посохом, с миллионами ангелов, легионами и так далее. Нет. Он смиряет себя до состояния действительно раба. То есть он не имеет крова, он не имеет какого-то стабильного питания, социальный статус очень шаткий, его везде выгоняют. Но ведь это Бог. Это пример для христиан. Это пример для всех тех, о ком мы говорим. Каким образом он говорит об этом царстве? И для чего нужно это царство? Чтобы они все там вот, как это обычно, падали ниц, приносили налоги? Для чего? Что это за царство? Не от мира сего. Как он говорит? Мое царство не от мира сего. То есть там нет этих больше, меньше. А принцип очень простой. Кто хочет вами управлять, пусть будет всем слугой. Принцип очень простой. То есть по отношению к власти, потом вот это квазихристианские, знаете, писатели вот в 20 веке, сейчас все смотрят это, вот эти вот блокбастеры. Джон Рональд Ройл Толкиен написал «Властелин колец». Кольца – это ведь символ власти над разными социальными. Именно власти. И смотрите, что происходит. Потихоньку источают душу носителя. И носитель кольца власти становится рабом кольца. Не тем, кто управляет, а рабом. И вот на протяжении... для чего понадобилось это писать? Потому что все остальные виды проповеди уже были использованы, а вот такой интересный вид, да, чтобы привлечь внимание особенно молодых людей, вот профессор Оксфордского университета вот решил именно по таким подать. А какая разница, кольцо, там, посох, корона, какая разница, что, какой это символ, да? Вопрос заключается в том, что происходит с душой носителя. И в данном случае Моисей показывает вообще, что такое власть и к чему это все может привести. Так, дальше, пожалуйста. Господь сказал:
явился Господь, Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака и Якова. Да. Это не для того, чтобы управлять, это не для того, чтобы ходить и совершать какие-то там чудеса. Это для того, чтобы тебе поверили. Нужен знак. И этот знак тебе дается. Далее. Сунь руку за пазуху, велел Господь Моисею. Моисей сунул руку за пазуху. Да, вот пазуха это хэк, да, вот. Недра, грудь, объятия, лона, ну вот куда-то вот, да, вот за одежду, вот куда-то руку свою опустил. Он это сделал, да, он это сделал, и что произошло? А когда вынул, рука была бела, как снег, поражена проказом. Да, вот интересно, интересно. Мцурат, прокаженный, покрытый проказой. Нет болезни страшнее, тем более для этой эпохи, да? С ними люди не общаются вообще. Нет. Отдельно держали вообще. Нет ничего страшнее для людей, вот там все, что как-то можно лечить, но проказу они лечить никак не могли, и сейчас это тоже, как вы понимаете, не такая легкая вещь, а тем более, как это передавалось. Прокаженный это человек, как вы понимаете, он совершенно удаленный от общества, он это изгой, и в дальнейшем, когда уже народ выйдет из Египта, священники будут заниматься тем, что будут определять степень проказы, само выздоровление, если они возможно, или же будут, об этом будет сказано Моисею на горе, это будет записано в Пятикнижии, священники храма по всему Израилю будут определять, заразился человек или нет, и определять, можно ему жить в обществе или нет. Это будут решать именно священнослужители. Во время диалога с Богом человек пользуется посохом, потом вдруг видит, что рука, та, которая вот так пользовалась посохом, покрыта проказой. Обратите на это. Далее, вот она белая, это последняя степень. Это все. Не частями, не шелушится, это все уже, это когда она уже гнить начинает. Далее. Снова сунь руку за пазуху, велел ему Господь. Моисей вновь сунул руку за пазуху, а когда вынул, рука была как прежде, как здоровое тело. Да, вот шелег это снег, а когда вынул, она стала такого же цвета, как и все остальное тело. Ну, выздоровел, в смысле. В одно мгновение. Да. Это что у нас? Может, область? Это тоже знак. Да. И что говорит Господь? Он укрепляет веру. Да. Господь сказал, если они тебе не поверят, если первое чудо не убедит их убедит второе чудо. А если они не поверят ни тому, ни другому чуду и не станут тебя слушать, тогда зачерпни низкой воды, плесни на землю, и эта вода превратится в кровь. Эти ведь знаки не только для иудеев. Змея – это символ власти фараона. И Моисей будет хватать эту змею за хвост, и она будет опять превращаться в палку. Символ власти фараона, заметьте. Да? Проказа – это то, чего все боятся. И он покажет, что можно легко избавляться от проказа. Ну а Нил, да, там-то в пустыне, где он находится, он никакую воду зачерпнуть не мог и куда-то вылить. То есть Господь говорит о том, что ты сделаешь перед лицом фараона. А Нил – это божество. Потому что от Нила зависит жизнь людей. Поднимется Нил, будет плодородный год, не поднимется, не будет Нила, не будет жизни. Да? И вот здесь то же самое. Что говорит Господь? Ты зачерпни эту воду, это символ жизни, божества, выли на землю, она осквернится, она станет кровью. Представляете состояние египтян, которые все это будут наблюдать? Не только иудеев, но и египтян. Да? Далее. О, владыка мой, взмолился Моисей Господу, я не красноречив, и прежде не умел я ладно говорить. Да, вот что интересно, здесь, значит, хавет. Ухвад лашон анохи. Лашон анохи. Тяжелый на язык, тяжелый язык мой. Красноречие не обладает. Нет, Марк, дефект речи. Не красноречие,
А дефект речи, я не могу говорить. Моисей имел Да, дефект речи. дефект речи, я не могу говорить, мой язык, я не знаю, шепелявость, это как это, тяжелый, то есть язык не двигается. Когда язык не двигается и не обладает определенной возможностью, да, вот, что происходит с человеком? Он не может нормально и внятно передавать какую-то информацию. И это какой стих был? Да. Да, да. Владыка мой, молится он, я не красноречив, у меня вот этот самый хавет, тяжелый язык. Он не сейчас стал, то есть это не потому, что я сейчас отказываюсь. Я говорю, раньше никогда об этом и не говорилось. Об этом и не нужно было? Нет, вот до этого момента, когда он женился, когда он Абсолютно. все время разговаривал. Марк, а посмотрите, ведь все это мог делать и глухонемой. Нет, раньше это Общаться мог и глухонемой. И Для того, чтобы родился... жениться и общаться, не нужно красноречие. Никогда об этом и не говорилось. И не нужно было. Но смотрите, что он сейчас раскрывает. Я не красноречив, он раскрывает дефект. Но не просто сейчас вдруг встал, и знаете, как это бывает, вот не хочу идти, поэтому что-то придумываю. Я и прежде не умел говорить. Никогда не был красноречив. Не красноречив я и сейчас. То есть всегда был тяжел на этот лашон. Всегда. Всегда был тяжел на этот лашон. Ты говоришь со мною, рабом твоим, я не искусен в слове, и смотрите, косноязычен. То есть у меня реальный дефект речи. А куда посылают Моисея? Да, он ему идет и говорит, иди и говори. Куда он его посылает? К фараону. К фараону, чтобы идти к фараону, чтобы идти к собственному народу. Но вы же знаете, люди ораторское искусство для чего изучают? Для чего оно присутствует? В экономике, в политике, в обществе. Для чего? Говорить красиво, это значит влиять на сердца и умы людей. С древних времен люди учатся говорить красиво для того, чтобы иметь влияние. А тут он говорит, я всегда был косноязычным. Как же я могу пойти и выполнить? И здесь все неправ тоже. И здесь Господь говорит, что это не твоя проблема. Да, он здесь тоже. Почему? Вот в Псалтире, да, из уст младенцев и грудных детей ты устроил, что младенцы и грудные дети могут произносить? Да. Устроил ты хвалу ради врагов твоих. А вспомните вход Господень в Иерусалим. Да. Когда он приближался к месту, где дорога спускается с Масличной горы, множество учеников радостно и громко прославляли Бога за чудеса, которые видели. Там и воскрешение Лазаря было, и многое другое. И кричали: «Благословен Царь, который приходит во имя Господа! Мир на небе и слава в вышних небесах!» Некоторые из бывших, как вы видите в толпе, фарисеев сказали Иисусу: «Учитель, запрети ученикам своим». И он ответил: «Если они умолкнут, что произойдет?» Вы понимаете, для действия благодати, если будет молчать человек, заговорят камни. Потому что нет преград для потока благодати, не может быть преград. И собственные дефекты, они ничего не значат. А отсутствие конечностей ничего не значит. Или их наличие. Оно тоже ничему не способствует. Но и здесь он не поверил ему. Вот. То есть это мы узнаем. Человек смотрит по-другому на все эти вещи. Он на благодать смотрит по-другому. Вы помните, ученики спросили, слепого увидели, кто согрешил, он или его родители? Да? Человек, он смотрит другим взглядом. А Бог и благодать — это совершенно другое действие. Ни они не согрешили, ни родители, просто должна явиться слава Божия. Вот о чем идет речь. «Я свет миру», — сказал он, — и смотрите, как он исцеляет. Но мы сейчас посмотрим, там что-то такое должно было быть. Он берет землю, а земля, она ведь не чистая. То есть она с точки зрения ритуальности, она не чистая с землей. Землю вообще, вы помните, что мы говорили о сандалиях, да, ногах. Земля не чистая. Он берет эту землю, плюет на нее, то есть еще в большей степени ее оскверняет. Обратите внимание, это совершенно не просто не гигиеничный.
неинтеллигентный поступок, сказали бы мы, да? Он берет грязную землю, оскверняет ее плевком и мажет слепому. И говорит, пойди умойся в купальне Силаам. Что за купальня Силаам? Шалом, что такое? Шалом это мир, это примирение. Пойди омойся в водах примирения. Он пошел, умылся и что? Вот. Понимаете, что происходит? Что отвечает Господь? 11 стих. Кто дал человеку уста? Кто делает немым или глухим? Кто делает зрячим или слепым? Я Господь. То есть он опять, спасибо, он опять указывает на то, что это не твое дело, в смысле, это не твоя забота. Тебе не нужно заботиться. Если тебе не нужно заботиться о том, как ты попадешь к фараону, если тебе не нужно заботиться о том, признают тебя или не признают твои родные, да, то есть народ еврей, то тебе не надо заботиться о том, косноязычные поймут тебя или не поймут. Это не твоя забота. Почему? А кто дал человеку уста? То есть он показывает, что ты косноязычен, у тебя дефект речи по моей воле. Это же не без моего ведома происходит, говорит Господь. Он постоянно пытается поднять разум человека от вот этих вот наших причинно-следственных, да, вот, детерминистских таких представлений, да, поднять над тем, что где хочет Бог, там упраздняется естествоведение, где хочет Бог, там не действуют законы. Потому что Он законы устанавливает. Если бы ты общался не с Богом, да, конечно, никакого вопроса нет. Но ты-то общаешься, потому Он и говорит, я Господь. Он напоминает Моисею, что он не с кем-то там, со своим сотрудником общается, да? Я Господь. Далее. Тише. Я буду с тобой, когда ты будешь говорить. Я сам научу тебя, что сказать. Вот что интересно. Я буду в твоих устах. Я не просто вот эти знамения ты покажешь, еще что-то. Когда ты говоришь, я буду с твоими устами. Я буду тебе говорить о том, что ты должен сказать. То есть, что мы с вами наблюдаем, друзья мои? Мы с вами наблюдаем формирование пророка. Как оно происходит? Это ведь очень сложно. Вот все говорят, святой человек, святость. В чем заключается? Что такое пророческое служение? Это же не предсказание будущего. Нави, пророки, это не предсказатели, это прорицатели, гадатели, там, дельфийские оракулы, прочие оракулы и так далее, и так далее. И весь этот конгломерат, это совершенно отдельная вещь. Пророк – это тот, кто передает волю Бога. Это есть пророк. Пророк – это не тот, кто предсказывает. Он передает волю Бога, он не говорит от себя. Поэтому Бог говорит, я буду… Это школа. Можно сказать, что Моисей сейчас вот обучается, из него готовится пророк. Я не только знамения, не только силы, не только власти, я еще и при устах твоих буду. Ты будешь говорить то, что я буду говорить тебе. Это очень сложно для человека, потому что человек чаще всего несет от себя мы чаще всего несем от себя. И мы не хотим, как Моисей несколько тысяч лет назад, выполнять волю Божью. Мы не хотим. И мы уходим от собственного призвания. Это тоже мы все. Это не только Моисей, который там. Мы находим какие-то недостатки, как будто у нас, да, как будто бы о человеке, говоря о человеке, можно говорить о достоинствах. Но мы находим какие-то недостатки постоянно, и вот нас носит, как ветром колеблемым, да? Не только в христианстве, не только в церкви. Господь в немощи являет свою силу. То есть Творец являет себя в человеке. Творец являет себя в человеке. Творец наполняет человека вне зависимости от его там достоинств, качеств и так далее, и так далее, и так далее. Чаще всего в немощи. Если вы думаете, что апостол Петр, посмотрите, как говорит. Тот, кто говорит, должен делать это как произносящий Божьи слова.
Кто служит, пусть служит силой, которую дает Бог. То есть служение в церкви не должно быть отсебятины. Это не просто вот пришло мне сегодня в голову нечто, и я это пошел и сотворил. Захотелось мне сегодня нечто, и я пошел это и сделал. Подумалось мне нечто, да? Пусть во всем этом будет прославлен Бог через Иисуса. То есть откуда это все является? Это благодать, исходящая от Бога посредством Господа нашего Иисуса Христа. Ему да будет слава и сила во веки веков. То есть Господь присутствует везде. И что может из себя явить человек? У него есть нервная система. Что? Невроз, истерию может явить. Что он из себя может явить? У него есть пищеварительная система. Несварение желудка произойдет с вечера, утром у него настроение нет. Какую духовность человек вам... Простите, это я о нас говорю, да? Вот какую духовность я вам явлю, если у меня там что-то, да? Кровеносная система, масса других систем, психика нарушена. Что я вам, какую благодать я вам явлю? От себятины быть не должно, мы говорим о церкви. Время от себятины закончилось. Пришло время благодати. Но старое закончилось, пришло новое, и мы с вами находимся в новом. Мы с вами являемся кем? Мы участники, как эти евреи, участники договора Авраама, мы с вами участники договора Христа. Мы не живем по закону, мы живем по благодати. Потому что по закону люди не спасаются. Потому что никто никогда закон не исполнял. Никто и никогда. Далее. О, владыка мой, взмолился Моисей, пошли кого-нибудь другого, кого хочешь. Тогда разгневался Господь на Моисей и сказал: а твой брат Аарон левит, я знаю, что он говорить умеет. Он уже идет тебя встречать, он увидит тебя и обрадуется. Ты ему все объяснишь и передашь, что Да, надо сказать. спасибо. Человеческая природа всегда враждует с Богом. Здесь то же самое. Он не хочет. Он не хочет, он видит недостатки, он боится. Очень сложный процесс формирования пророков. Пророк, выполняющий волю Божию. Пророк – сосуд благодати. Человек после согрешения в Эдемском саду, он воюет с волей Божией. Он всегда идет против Бога. Всегда идет против Бога. И формирование пророка, вот вы видите, это такая своеобразная ломка происходит. Вы же ее наблюдаете, да, вот в этом диалоге. Да, здесь у нас что? Это формула при рукоположении. Это из старого евхология. Божественная благодать всегда немощная, врачующая, скудевающая, восполняющая, пророчествует всего, допустим, еподиакона, диакона, диакона, пресвитера, пресвитера, епископа, неважно. Это формула, которую епископ произносит при рукоположении. Почему она здесь присутствует? Сам он растет Моисей. Почему она здесь присутствует? За Моисея. Священство, что это такое? Диаконство, священство, епископство, что это такое? Какого рода служитель? Вот все то же самое происходит, что у нас и с Моисеем. Абсолютно то же самое. Если кандидат, будем так говорить, да, к священству будет мнить свое достоинство этого священства, он никогда не сможет стать служителем. Да, я достоин быть, неважно, диаконом, пресвитером, епископом. Я достоин. Я вот стяжаю. Почему? Потому что ты сосуд. Божественная благодать, говорит епископ при рукоположении, всегда немощи врачует. Немощи чьи? Вот этого человека. В данный момент, да, вот он у престола преклонил колени, епископ на него руки, да, вот инициация так проходит, да, это хиротония, возложение руки, да. И вот он положил руки, и он говорит, что это вслух произносится, немощи этого сосуда, потому что немощи есть у любого представителя, любого сана носителя. Это не имеет значения, какой там сан, там может быть папа, там может быть еподиакон, там может быть привратник, это не имеет никакого ровным счетом значения. Это немощный сосуд. Это нужно понимать. Каждый кандидат во священство и каждый священник любого сана,
у нас вот 3, да, степени: диаконство, пресвитерство и епископство. И в сане диакона, и в сане пресвитера, и в сане епископа – это немощное существо. Это, безусловно, надо учитывать. Это немощное существо, поэтому епископ и говорит: немощи врачующие. А кто врачует немощи человека? Сам человек? Боже мой, если человек будет от своего сана питаться, это будет ужасно, если он будет возрастать в собственных глазах из-за своего сана. Это будет самое страшное, что может произойти. Посох силы превратится в нахаш. И нахаш съест этого носителя. То есть змей съест этого носителя. Благодать врачует эту немощь. Немощь будет, но благодать ее будет ночевать. А дальше оскудевающий, восполняющий. Когда силы будут покидать носителя сана, благодать будет восполнять точно так же, как живой источник всегда течет и никогда не заканчивается. Пророчествует, то есть говорит о будущем. Этого, к сожалению, слово «возлюбленнейший» сегодня не используется. В древности он использовался. И дальше вот представителя какого-либо сана. Смотрите далее. Взаимоотношения христианина и Бога. Уста, если мы говорим о них. «И за меня вас поведут к правителям и царям. И вы будете свидетельствовать им и язычникам», то есть не христианам. «Когда вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. Вам не нужно составлять вот этот план защиты, план апологии. Это Евангелие от Матфея, 10 глава. В тот час вам будет дано, что сказать. Не вы будете говорить, а Дух вашего Отца будет говорить вас». Христианин определяется именно этим. Христианин, несущий от себя тяну, это не христианин, это язычник. Он говорит о той природе, о тех систем, которые мы перечислили и о которых умолчали, да? Он не говорит от Бога. У него нет полномочий, потому что он не говорит от Духа. Христианин же истинный, он говорит от Духа, потому что сам Дух молится внутри христианина и позволяет говорить Богу Авва Отче. Ведь так говорит Писание? Это же не наша с вами выдумка, правда же? Вот такого рода отношение Бога и человека являет нам христианство. Самое тесное единение, которое только можно себе представить. Кто у нас появляется? Новое действующее лицо – Агарон. Агарон. На иврите Агарон, на греческом Аарон. Да? Это новое действующее лицо. У тебя есть брат, говорит он. Моисей не знает, жив или не жив этот брат. А Господь ему говорит: он выйдет навстречу тебе и обрадуется. Вы понимаете, что тут все уже устроено, тебе нужно только встать и идти, а ты стоишь и пререкаешься. Сценарий написан уже. Совершенно верно. Да. Он не просто сценарий, он благостный. Да. Там не будет ничего плохого. То есть, если вы заговорили о сценарии, то там хэппи-энд в конце каждого действующего акта. Тебе ни о чем не надо беспокоиться. Во-первых, твой брат Агарон жив. Во-вторых, он радостно тебя встретит. И он будет что? Он будет говорить: я буду при твоих устах и при его. Он тоже будет нести это служение. Так происходит избрание колена Леви. Помните, мы с вами говорили о 12? Это Аарон? Да. Священство, Аарон потомок Леви. Леви это один из братьев 12, да, он потомок. А от Аарона что произойдет? От Аарона произойдут первосвященники. Они будут его прямыми потомками, то есть прямая мужская линия. А от колена Леви служители храма, Коганим, Когены. Это не Леви, а потомки? Он потомок Леви, а Аарон потомок Леви. Первосвященник. Да, от его, по мужской линии от него произойдут первосвященники, Гадоль, Коген, большие священники, а все остальные родственники боговых линий, потомки Леви, они будут служителями в храме. Вот таким вот образом происходит избрание Аарона. Далее, пожалуйста. Я сам буду с вами, когда вы станете говорить. Я сам научу вас, что делать. Аарон будет говорить с народом вместо тебя и станет твоими устами.
Да, а Аарон будет, ты же жаловался, что у тебя там дефект речи, что ты говорить не можешь, язык у тебя распух, тяжелый он весь. Вот твой брат Аарон, ближе которого никого нет, он будет твоими устами. Ты будешь его Богом. И возьми с собой этот посох. С его помощью ты будешь творить чудеса. Придя домой, Моисей сказал своему тестю Петру: «Позволь мне вернуться в Египет, братья мои, посмотреть, живы ли они». «Ступай с миром», — ответил ему Петр. Ну да, это можно понять, Моисей, он как бы безродный, да, он изгнанник, он же у нас изгнанник, он же бежал от своих, да, и он приходит к Итро, да, к своему тестю и говорит ему: позволь, я пойду, посмотрю и так далее, а не забывайте, он тоже Коген, он священник и князь земли Мадьянской, и тот ему что отвечает? Ступай с миром. Вайомер Итро ле Моше, лех ле шалом. И сказал Итро, то есть Яфор, ле Моше, Моисею, лех ле шалом. Иди с миром, иди с благоденствием, иди с благосостоянием, иди с здоровьем. Пусть у тебя все будет хорошо, чтобы это был безопасный путь. Дальше. Там в Мидиане Господь сказал Моисею: «Возвращайся в Египет, те, кто хотел тебя убить, уже умер». А вот как интересно, кто искал твою душу? Буквально. Кто искал твою душу, те уже умерли. Душа, нефеш, жизнь. Просто живое существо или личность. Кто ищет душу, вы понимаете, да? С чем это параллельно? Где мы еще в Священном Писании видим вот с Египтом, когда связано, искали душу. Ирод умер, когда ему сказал ангел: По смерти же Ирода ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и говорит: встань, как и Моисею, встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву. Умерли искавшие души младенца. Вы слышите, да? Это одно и то же. Он встал, взял младенца и матерь, это параллелизм. Пришел в землю Израилеву, услышав, что Архилай царствует, убоялся идти, получил во сне откровение, и пришел в пределы Галилейские, и поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется. Ну, поскольку наше время вышло, на этом мы с вами сегодня заканчиваем, поскольку нет, как я вижу, вопросов. Марк, давайте помолимся. Достойно мысли, поверительно, Богдия, Богородица, Христовожение, Непорочно, Матерь Бога наша, честнейшую Хиргию, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истины Бога, Слово Рожье, сущую, Богородица, Там, величайно. Спасибо. Спасибо.